Лилия Булатовна, здравствуйте. Добрый день. В последнее время были резонансные случаи отравления подростков. В октябре в Нагорном с летальным исходом, в ноябре в центре Казани. Насколько остро сейчас стоит проблема употребления алкоголя подростками и с чем это связано? Проблема своей актуальности, к сожалению, не то что не теряет, возраст молодеет. Я, будучи психологом, вынуждена это объяснять как раз-таки с точки зрения психологических всяких законов и механизмов. То есть если в семье появляется алкоголик или наркоман, это характеризует любую семью как психологически неблагополучную. Я в своей работе сталкиваюсь часто с тем, что родители не владеют информацией о своих детях вообще. С кем дружат, куда они ходят, чем они увлекаются, или что их тревожит. 15-20 минут ежедневно найти для разговора очень-очень рекомендую. То есть правильно ли я понимаю, что не обязательно подростки, которые употребляют спиртное, это дети родителей употребляющих, каких-то маргиналов и так далее? Нет. Зависимость может коснуться абсолютно любую семью. Это не зависит ни от рода деятельности, ни от профессии, ни от сословия, я уж так выскажу громко, да? Любая зависимость – это признак психологического неблагополучия. Алкоголь и наркотики – это допинг. Допинг для удовлетворения потребностей, да, каких-то, которые по каким-то причинам не удовлетворились в семье. Способ получить внимание, способ получить признание. Что же делать родителям, чтобы у подростка как можно позже возник интерес к алкоголю? Поможет ли не употреблять его самим, не держать спиртное дома и всячески порицать употребление? Современное поколение подростков, оно как раз-таки от предыдущих поколений отличается тем, что просто сказать «нельзя» или «я запрещаю» этого недостаточно. Необходимо объяснять, необходимо представлять какую-то альтернативу. Очень большое значение имеет все-таки личный пример родителей. В системе ценностей будет уже встроено, что вот праздники отмечаются вот так, со стрессом борются вот так. На детских праздниках я очень часто наблюдаю безалкогольное шампанское. Очень сложно будет объяснить, что почему безалкогольное шампанское было можно, а настоящее шампанское как-то уже нежелательно или нельзя. А вот еще бытует мнение, что лучше, например, подростку налить, попробовать в семье под присмотром родителей, чтобы не создавался вот этот запретный какой-то ореол и все было под контролем. Зависимость – это явление, которое может передаваться по наследству. То есть если в семье есть или были люди, которые страдали или страдают какими-то из форм зависимости, ребенок, который родился в такой семье, он генетически предрасположен, и такому человеку даже однократного употребления может быть достаточно для того, чтобы запустить этот биохимический процесс. Любое употребление – это, в психологии есть такое понятие аутоагрессивное поведение, то есть это медленное самоубийство, говоря простым языком. И разрешая ребенку употреблять то или иное вещество при мне, то есть при родителе, я даю согласие на медленное убийство собственного ребенка. Как же тогда вести себя родителям? С детьми надо разговаривать, что да, это есть. Да, есть люди, которые все это употребляют, но также показывать последствия, потому что умение сказать «нет» – это уже следствие, к которому ребенка подготавливают значимые взрослые. Они сваливают все, скажем так, на школу, на какие-то учреждения. А что делать родителям, если ребенок уже начал употреблять алкоголь? Как правило, стаж употребления ребенка к этому моменту уже месяца 3, не меньше. Истерики, угрозы, как показывает практика, не помогают. Обратиться можно за помощью, например, к нам, но учет за это не ставят. Это все анонимно, это все бесплатно. У нас есть сайт, есть подробная информация, у нас есть специалисты, у нас есть психологи. Самое главное – не бояться, не откладывать, потому что зависимость развивается очень быстро. Спасибо большое, Лилия Булатовна, за интересные ответы. Спасибо вам.